إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. Аллах дал нам иман, дал нам ислам, дал нам Коран, отправил к нам Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, оживил нас после того, как омертвил, и собрал в одном из своих домов для исполнения обязанностей перед Ним. В данном случае исполнение это утреннего намаза. И дай Аллах, чтобы мы еще были живы-здоровы до джума намаза. Тоже это очень важный наш обязанность перед Аллахом субхану тааля. Вспомним несколько аятов из суры Исра. Аллах сказал в 110-м аяте: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Сура Исра, 17 сура, 110 аят. Аллах говорит: «Куль, скажи, о Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, уду Аллаха, обращайтесь к Аллаху со своими мольбами. Ауиду Рахман, или обращайтесь с мольбами к милостивому или всемилостивому. Айямма тад'у, каким бы образом вы не обращались, фаляхуль асмауль хусна, у него есть прекрасные имена». Аллах обладает прекрасными качествами, прекрасными именами и любит, когда мы обращаемся к Нему посредством этих имен и качеств. «Валя таджхар биссалатика», исполняя молитву, не поднимая свой голос слишком высоко, «Валя тухафид биха», и не скрывая его совсем, «Вабтаги байна залика сабиля», стремись быть умеренным, идти посередине между этими двумя крайностями. Во всех сферах нашей жизни, в том числе и в молитве, в намазе, мы должны придерживаться середины. Слишком громко не кричать, другим не мешать, и совсем про себя, чтобы ничего слышного не было. Так тоже намаз не читать. Вот эти все мольбы, зикры, откуда мы научились? От пророка, алейхиссалям. Он же не всегда вот так: садись, я тебе один дуа научу, садись, один дуа научу. Просто он читал, люди внимательно слушали, запоминали и поколение за поколением нам передали. Почему? Потому что он, значит, читал эти мольбы, разные дуа ат-тана, дуа кунут, дуа истихара и так далее. Вот так вот тихо-тихо читал, и люди получили, передали. И мы тоже так, если будем делать, иншаллах, наши дети, наши ученики, наши последователи тоже это услышат, запомнят, сохранят, передадут дальше, иншаллах. И вот в конце суры есть одна такая форма восхваления Аллаха, форма дуа. Ее желательно выучить и, конечно же, применять.
Аллах говорит: «Вакуль» и скажи, что сказать? Альхамдулиллах, хвала Аллаху, восхвали Всевышнего. Аллади лям яттахид валяда, который не принял себе ребенка. У Аллаха нету детей, нету сыновей, нету дочерей. Он самодостаточный. Мы слабые, болеем, стареем, умираем. Поэтому заводим детей в надежде, что они будут нам поддержкой, в надежде, что наследство свое им оставим, да? Аллаху Субхану ва Тааля этого ничего не надо. Он не стареет, не умирает, слабость какую-то не проявляет. «Валям якулляху шарикун фил мульк» и нет у него сотоварищей, помощников во власти. Мы же опять-таки слабые. У нас есть какая-то власть, да? Что-то мы можем, но осуществить это не всегда получается. Поэтому создаются какие-то объединения, союзы, государства, фирмы, компании, семьи, чтобы друг другу были поддержками. Потому что человек сам один ничего не может сделать. Ему нужна обязательно поддержка. Аллах же, Субхану ва Тааля, пречист от этого, у него нет слабостей. Нет у него шарик, товарищей, помощников в его власти. «Валям якулляху вали» также нет у него вали переводится как близкий друг, минадуль из-за слабости. То есть у него есть, конечно, вали, аулия, то, что мы называем Аллаху валию ладина аману. Аллах сам является помощником верующих людей. И те люди, которые Аллаха сильно-сильно любят, мы их тоже называем аулия. Но здесь имеется в виду «Валям яку ляху валиюн минадуль». Нет у него близких друзей или помощников из-за слабости, из-за беспомощности. Он в них не нуждается. Аллах ни в ком не нуждается. Аллах самодостаточный. «Ва каббирху такбира» и возвеличивай Аллаха. Говори Аллаху Акбар, Субханаллах, Альхамдулиллах. Возвеличивай Всевышнего. Аллах любит, когда мы Его поминаем. Вот такой важный аят, еще раз его повторим. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Хадис о важности намазов. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه Муслим. Значит, это завещание Абдулла ибн Мас'уда, пусть Аллах будет доволен им, один из великих сподвижников, один из ученых-сподвижников. Говорит Абдулла ибн Мас'уд, радаллаху анху, тот, кто с радостью желает встретить Аллаха, великого Аллаха завтра мусульманином, пусть оберегает эти намазы.
хайта юнада бихин, в тех местах, где призывают к ним. Фаинна Аллаха шар'а ли набийкум сунан аль-худа, ибо Аллах обязал посланника вашего или обучил посланника вашего традициям, ведущим по прямой дороге. И эти вот намазы и призывы на намаз являются сунан аль-худа, являются теми самыми традициями, которые ведут по прямой дороге. Если кто-то из вас будет молиться дома, подобно этому отставшему в своем доме, то вы оставите одну из традиций вашего пророка. Саллаллаху алейхи ва саллям. А если вы оставите традицию пророка, то вы обязательно войдете в заблуждение. Я помню, что мы, имеется в виду сахабы, разранхум, я знаю, что мы не отставали от коллективной молитвы. А если кто-то и отставал, то это был лицемер, о лицемерии которого все знали. Воистине был среди нас человек, или были такие люди, которых приводили на намаз двое других, так что он между ними мотался, еле-еле шел. Двое поддерживают, и один идет. Хатта юкама фиссоф, его вели, пока он не встанет в ряды. Очень важно намазы читать вовремя, и особенно очень важно читать их коллективно. Альхамдулилля, что у нас мечети открыты, никто не запрещает. И даже вот мы были в хаджи недавно, мечеть Аль-Харам открыта круглые сутки. Но другие мечети намаз прочитали, хоп, сразу закрывают. Все, ребята, давай по домам. Потом следующий намаз открывают, хоп, потом сразу закрывают. Альхамдулилля, у нас такого нету. Мечеть открыта вот, с 10 утра до иша намаза. Это шанс. Не всем дается он. Тому, кому дали, надо радоваться и пользоваться. И не надо этим злоупотреблять. Некоторые говорят: о, это дом Аллаха, почему вы нам не даете здесь спать, почему не даете здесь кушать, почему у нас туда-сюда. Вот разные люди есть, но этот человек поймет ценность, когда только потеряет. И мы вот в таких случаях были в Саудовской Аравии. Идешь, мечеть закрыта, хочешь намаз почитать, нету. Все, говорит, намаз кончился, приходи на следующий. И где-то на улице там читаешь. Поэтому дай Аллах мира и спокойствия везде, особенно в нашей стране, где мы живем, и особенно в стране, откуда зародился иман, ислам. И молим Аллах мольбою Ибрахима алейхиссалям, который говорил: Аллахумма джаль хада баладан аминан ваджнубни ва банина ан набуд аль-аснам. Ваджнубни ва бания ан набуд аль-аснам. О Аллах, сделай эту страну спокойной, безопасной, мирной. Сохрани меня, моих детей от поклонения идолам. Иннахунна абдальна кафиран минан нас. Эти идолы многих людей вели в заблуждение. Фаман табиани файнау минни. Кто последовал за мной, за пророком, то он наш человек, верующий человек. Ваман асани, а кто ослушается меня, файнака анта гафур рахим, ведь ты прощающий, милостивый. Пусть поможет Аллах нам до конца жизни оставаться стойкими, верными на пути Аллаха. И, как сказал Абдуллах ибн Мас'уд, чтобы мы вернулись к Аллаху субхану ва тааля мусульманами. Амин. Вальхамдулиллахи раббил алямин.